Детям надо знать Пушкина, потому что он реально был очень великий писатель. У него было очень сильное вдохновение. Он знал, что писать. И он начал писать хорошие стихи. То есть он вдохновение переслал в хороший образ и начал хорошие стихи сочинять. Там про войну, про героев, там Державин и Петров и так далее. Вот так вот он писал. И поэтому детям надо его читать, потому что у него ничего плохого практически там нет. Да и нет. Пускай они его читают. Я присоединяюсь к акции «Я сия». Читайте Пушкина. Навис покров угрюмой ночи на своде дремлющих небес. В безмолвной тишине почили дол и рощи. В седом тумане дальний лес. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках. Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет. Воззрев вокруг себя, со вздохом роз вещает: исчезло все, великой нет. И в думу углублен над злачными брегами сидит в безмолвии, склоняя ветром слух. Протекшие лета мелькают пред очами, и в тихом восхищении дух. О, громкий век военных споров, свидетель славы россиян! Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, потомки грозные славян, Перуном Зевсовым победу похищали, их смелым подвигом страшась дивился мир. Державин и Петров героям песнь брецали струнами громозвучных лир. И ты промчался, незабвенный, и вскоре новый век узрел, и брани новые, и ужасы военные. Страдать есть смертного удел. Блеснул кровавый меч в неукротимой длани, коварством, дерзостью венчанного царя восстал вселенный бич, и вскоре новой брани зарделась новая заря. Вострепещи, тиран, уж близок час падения, ты в каждом ратнике узришь богатыря. Их цель иль победить, иль пасть в пылу сражения. За Русь, за святость алтаря.